Безуаровый козел – это парнокопытное млекопитающее семейства полорогих, является предком домашней козы. Раньше иногда даже рассматривался как ее подвид. Название безуаровый происходит от безуара – своеобразного камня, образованного из продуктов растительного происхождения, который находится в желудке этого животного. Представитель этого вида в нашей республике в последние десятилетия резко сократился, и поэтому безуаровый козел внесен в Красную книгу Ингушетии. Ареал пошел, так сказать, на сокращение в сторону Чечни. Я же поэтому говорю, если когда-то в 17-18 веке, 19 они из сюда, Столовая гора, вот, то есть в левобережье Асы, на нашу вот эту территорию были. А вот потом постепенно пошло их на ту сторону Асы, и дальше, чем дальше мы идем в Чечню и дальше, численность их там высокая. Этот представитель парнокопытных в длину достигает высоты до 1,5 метров. Прибавьте к этому хвост длиной от 15 до 20 сантиметров. Масса этих животных могут весить от 25 до 95 килограммов. Коренастого телосложения, сильными ногами и широкими копытами. Самцы безуарового козла имеют серебристо-белую шерсть в зимнее время. Нижняя сторона и часть морды черно-коричневые. А вдоль спины тянется черная полоса, еще одна проходит в области плеча от спины к груди. К лету шерсть становится короче, а ее основной цвет – рыжим. Рога безуарового козла, в особенности у самцов, имеют изогнутую форму сабли и могут достигать длины 130 сантиметров. Изначально область распространения этих животных охватывала часть Западной Азии и тянулась от Анатолии через Кавказ до Афганистана и Пакистана. Популяция есть в Омане и в нескольких греческих островах. Безуаровые козлы обитают в ряде характерных жизненных пространств, в том числе в горных местностях до 4200 метров над уровнем моря, а также в пустынных регионах и лесистых областях. Я бы не рискнул сегодня безуарового козла назвать конкретно количество особей. Почему? Потому что эти движения, если нет факторов беспокойства и лучшие там кормовые условия и так далее, они держатся в одном месте. А если вот там какие-то проблемы, они перемещаются. Уменьшение популяции безуаровых козлов в Ингушетии связано, по словам Тугана Янусовича, не только с какими-то изменениями в природе или нехваткой кормовой базы, а скорее из-за охоты на них, особенно осенью, когда они наиболее уязвимы. Самое опасное здесь с безуаровым козлом связано то, что им надо в течение года в определенное время усилить их охрану. Не в течение там всего года за ними ходить, а в течение, к примеру, скажем, там в октябре месяце, вот там буквально недели-две идет гон у них. И в это время самцы абсолютно теряют всякую осторожность. И охотники теперь, и они, самцы, любят взбираться, постоянно взбираются на более высокие, так сказать, склоны, откуда хороший обзор. Все время ищут, соответственно, самок, и бдительности нет, и охотники просто на этих тропах прячутся, садятся и могут отстреливать их там десятками. Охотятся на безуаровых козлов по причине того, что они славятся своим мясом и шкурой. Эти животные активны главным образом утром и вечером в поисках пищи. В жаркое время года они отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. Они живут небольшими стадами, которые насчитываются в среднем от 5 до 25 особей в зависимости от сферы обитания и региона. Питаются той же самой растительной пищей, кустарник и... там их много по семействам, по родам, по видам. Просто они верхние ярусы берут здесь, где меньше. Они же в основном-то, это дневной образ жизни. А вечерами они спускаются все ниже и ниже, и всю ночь пасутся вот в этой лесной зоне. А рано утром потихонечку идут все выше, 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 забираются на скалы.
Безуаровые козлы были одомашнены на довольно раннем этапе истории человека. Достоверно установлено, что люди держали домашних коз, происходивших именно от этого вида в 6-м тысячелетии до нашей эры. Оттуда домашние козы распространились по всему свету. Сам же безуаровый козел находится в наше время под угрозой исчезновения. Самой главной причиной уменьшения его популяции является главным образом охота на него, и не хищников, к примеру, рыси или волка, а человека.